Отправной точкой крестного хода стал Свято-Казанский храм в местечке Кочпан. Место было выбрано не случайно. Именно этот храм оставался едва ли не единственной открытой церковью в годы репрессий против духовенства. Время для крестного хода – 10 утра. Тоже выбрано не просто так. Конец лета, осенние дни – это время, когда наиболее массово происходили расстрелы. 1937 год, мы помним, когда основное количество духовенства было репрессировано, расстреляно, сослано. И вот в эти дни, как раз последнее воскресенье августа, мы совершаем крестный ход в память о всех репрессированных за веру Христову. Поучаствовать в крестном ходе решили многие. Здесь мужчины, женщины, дети, люди самых разных возрастов и профессий. Всех их объединило одно – желание сохранить память о трагических страницах нашего прошлого. После недолгой службы паломники выдвигаются в путь. Миновав Свято-Вознесенскую церковь в Керуле и часовню на улице Домны-Каликовой, они останавливаются в главном православном храме региона – Свято-Стефановском кафедральном соборе. Далее орбита. После богослужения в местной церкви Покрова Пресвятой Богородицы здесь был организован небольшой привал. Крестный ход мы ходим постоянно, уже вот сколько лет он идет, я не знаю. Все время мы ходим в крестный ход в этот, потому что это, наверное, наши деды репрессированные, да? И отдать им дань, память, наверное, нужно. Это правильно. А потом это, наверное, наша жертва Богу. Тут идет совместная молитва. Вот. А она всегда очень сильная. То есть если люди идут, даже, допустим, человек 5, там, 10, и молятся, скажем, за Россию, то это очень много. Но если выйдет, там, скажем, 10 миллионов человек, да, ну, скажем, у нас в городе порядка 300 тысяч, скажем, да, выйдет хотя бы половина, это будет очень сильная молитва. И жизнь будет лучше. И в Коми, и в Сыктывкаре, и вообще в России. Последняя точка крестного хода – Нижний Чов. В так называемой долине смерти отслужили за упокойную литию. Несмотря на дождь, паломники продолжают свой трудный путь. Храм Рождества Христова в Нижнем Чове. Именно он станет конечной точкой их маршрута. Здесь состоится поминальная трапеза и встреча с родственниками репрессированных. Сергей Туркин, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.